Желание познать неизведанное толкает нас на шаг, за которым порой начинается совсем другая жизнь. Здравствуйте! Это телепроект «Навигатор», программа, посредством которой постараемся взглянуть на край, в котором мы с вами живем, немного под другим углом. Так как авторы данного проекта страдают крайней неусидчивостью и с радостью променяют серые опостылевшие будни на экстремальные приключения, где можно проверить себя и свою технику. Телепроект «Навигатор» — это внедорожные путешествия, приключения и соревнования. Сегодня в программе покорители южно-якутского бездорожья, Халтам Трофи 2015, бортовой журнал трофи-рейда от А до Я. И чтобы было более понятно неискушенному зрителю, давайте поподробнее разберемся. Так что же все-таки такое трофи-рейд? Если быть дословным, то это преодоление маршрута в условиях бездорожья. В частности, на Халтам Трофи участникам было предложено 2 этапа на 2 соревновательных дня, по этапу на день. Первый – это GPS-ориентирование. Именно эта дисциплина и придает трофи-рейду вкус приключений. 12 июня около полудня в районе авторынка, пересечений улиц Ленина и Мира, был дан старт первого этапа. Покорять бездорожье отправились 9 экипажей на автомобилях класса 4х4, 5 квадроциклистов и 4 мотоспортсмена в классе эндуро. На предстартовом брифинге всем участникам были выданы GPS-координаты точек, которые предстояло отыскать и на максимально близкое расстояние подъехать и зафиксировать на фото. Точки – это так называемые таблички с номером. Экипажам, участникам трофи-рейда необходимо на максимальное расстояние вытянутой руки добраться до этой точки, зафиксировать на фото, тем самым доказав, что данная точка взята. Всего организаторами мероприятия на территории в 30 квадратных километров было обозначено 27 точек. Из них 3 точки считались бонусными и весили при взятии 1 за 3. Стоит отметить, что было и контрольное время, в которое следовало уложиться. В этот раз организаторы выделили коридор в 7 часов. Именно в эти 7 часов нужно было собрать наибольшее количество точек, зафиксировать их на фото и финишировать, не превышая временной лимит, дабы получить зачет.
день обозначились два фаворита. Экипаж под номером 102 Ермолаев Александр и штурман Галкина Алена, по совместительству еще и супруга. Кстати, именно этот экипаж – обладатель переходящего кубка, абсолютные чемпионы предыдущего года Халтам Трофи 2014. И экипаж под номером 203 – гости из города Алдан, уже неоднократно принимавшие участие в подобных мероприятиях и в Якутске, и на Дальнем Востоке. Одним словом, матерые профессионалы, вооруженные передовыми GPS-навигаторами и 33-ми тапками. На пятки фаворитам наступали еще два экипажа. Экипаж под номером 105, пилотируемый Каримовым Рустамом, и экипаж под номером 101, пилотируемый единственной девушкой, не побоявшейся бросить вызов бездорожью, Стасенко Анжеликой. Первый день отпуска отмечаю. Подала заявку на участие в Халтам Трофи 2015. Ребята, если вы не будете участвовать, вы будете полными лошпедами, потому что я вообще ничего не боюсь. Ну что ж, вот они, последствия расставления точек. Вот как мы мучаемся и страдаем. Там, кажется, кто-то едет, что не очень хорошо. Вот так вот наша рессора пухла, так скажем. Вот. Я уже знаю, что такое рессора. А там, значит, стремительно набирая повороты, едет кто? Квадроцикл. Второй квадроцикл. Вот так. Ну, посмотрим как-то. Это кто? Алдан. Алданцы? Молодцы. Скажем танк. Ничего не скажем. Настроение отличное, очень здорово, классно, интересно. Я буду еще и еще совершенствоваться и участвовать в таких гонках. И скоро открывается снегоходный сезон, и я там тоже дам газу. Желание познать неизведанное толкает нас на шаг, за которым порой начинается совсем другая жизнь. Внедорожные приключения, путешествия и соревнования, окружающий нас мир через призму объектива видеокамеры, активного экотуризма с оттенком экстрима. Еженедельный тележурнал «Навигатор». Смотрите на канале «Отдохни». Мало отыскать при помощи GPS-навигатора точку, так к ней еще нужно добраться. Ведь в некоторых случаях это непросто. Как, например, при взятии бонусных. И при этом в заявленном регламенте в данном классе запрещалось пользоваться лебедкой. Да, чуть-чуть остается, доскочить. Оп. Может, он сейчас по ту сторону подложить. А здесь яма будет, Влад.
сразу яма будет. Пошел! Давай, давай! Хорош, хорош! Финиш первого этапа находился в базовом лагере, на автогоночном сленге «Бивуак», который разместили на берегу речки Беркахитка за дачным поселком Комарова. Именно здесь, после отдыха и ночлега, стартовал второй этап – кольцевая гонка. В этот день участникам трофи-рейда предстояло преодолеть кольцевую трассу с грязевыми участками за минимально короткое время, что поначалу оказалось непросто даже чемпионам. Опять же, выражаясь гоночным сленгом, необходимо было вкатиться. Вслед за джипами на старт вышли представители класса «Эндуро» – мотоциклисты, среди которых были замечены участники снегоходной команды 501, о которой более подробно мы поговорим в следующих выпусках тележурнала «Навигатор». Под самый занавес соревнований показать себя во всей красе и продемонстрировать умение управлять своим железным конем вышли представители класса АТВ – квадроциклисты.
После чего торжественное награждение, вручение кубков и призов от спонсоров. Стоит отметить, что без подарков никто не остался. А вот переходящий кубок абсолютного покорителя Халтам Трофи 2015 перекочевал в город Алдан. До следующего года, ведь ровно через год все вновь повторится. И кто знает, у кого окажется Кубок Чемпиона 2016. А на сегодня это все. Засим разрешите откланяться, но ненадолго, потому что ровно через неделю мы вернемся с новыми путешествиями, приключениями и соревнованиями. Пока! Вместо тепла зелень стекла, вместо огня дым. Из сетки календаря выхвачен день. Красное солнце сгорает дотла, день догорает с ним. На пылающий город падает тень. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и пульсации перемен. Мы ждем перемен. Электрический свет продолжает наш день, и коробка спичек пуста. Но на кухне синим цветком горит газ. Сигареты в руках, чай на столе. Эта схема проста, и больше нет ничего. Все находится в нас.